Всем привет-привет! С вами канал Life и меня зовут Карина. Сегодня 4 июня. Мы вышли погулять на ночь с собакой. Потом пойдем на ритуалы. И вот такая вот сегодня луна. Завтра полнолуние и лунное затмение. Сегодня 14-й лунный день. И вот такая вот шикарная луна. Мы в Калининграде находимся, около Нижнего пруда. И сейчас пойдем прогуливаться. Мы еще сегодня даже хотим успеть сходить в магазин, потому что у нас кончается кофе. И это необходимость. Я так могу только назвать. Демитка у нас гуляет, радуется. На улице тепло. Ну, может, градусов 15. Погода хорошая, ветер практически отсутствует. Вот такие у нас фонарики отражаются от поверхности воды. Вот наша опять же луна, красавица. Ну, луна шикарная сегодня, конечно, шикарная. Демид не может найти себе место, бегает. Бегает, Демитка наш бегает. Не могу насмотреться, так красиво. Такое небо прям чистое, без облаков. У Луны 100% видимость. Вы, наверное, замечали много раз, что когда смотришь на Луну, то видишь на полную Луну, то у нее видишь как будто бы лицо такое женское. Может быть, ну, кто-то из вас тоже его видел. Я думаю, что многие из-за этого у людей было очень много поверий и олицетворений Луны с богами, с различными. Ну и действительно, Луна имеет на нас большое влияние. Смотрите, чайка на озере, на пруду. Немножко прогуляемся. Люблю, когда темно. Так все сразу становится загадочно. А тут кошечек кормят. Пойдемте посмотрим на кошечек. Вот какие кошечки. Кушают. Киски. Не бойся. Я не ем кошек. Демид ревнует, да. Это он ест кошек, а не я. Зачем мне есть кошек, если их ест Демид, да? Это я шучу. Никто из нас их не ест. Вов, ты не ешь кошек? Я тоже нет. Кошки поиспугались, сказали, что их едят. На самом деле они ошибаются. Никому не нужны в пищу. Только домой радовать хозяев. Надеюсь, кто-то их приютит, возьмет себе когда-нибудь. Знаете, вот поздно вечером, ночью активность на улице увеличивается в разы, если честно. Признак хорошей погоды. Да. Мы ожидали дождь. Он действительно капнул. Но нам-то обещали ливни, грозы, циклон Изольда. Несется на тебя Калининград. И прямо сейчас поглотит в свою пучину дождя. И мы... Изольду пришел Изя. Да. И мы такие с содроганием сегодня вышли на улицу. Было 19 градусов. Мы
гуляли. Меня припекло даже, потому что я и леггинсы, и кофту надела. Потом, когда Владимир Николаевич ждал, когда я в банке оформлю счет на себя, он стоял у банка. Пришлось стоять 40 минут. Неожиданно, да? И на него один раз брызнуло. Да. Вышла, он сухой, но, говорит, брызнула. Я говорю, ну хорошо, я тебе поверю. И мы пошли, на нас еще раз на обоих брызнуло, чтобы зафиксировать уже. Да. Чтобы я ему поверила, действительно. Да, дождь-то ведь был. Он мне говорит, дождь мне говорит, дождь, говорит, был. Я разговаривала с дождем. Вот. У меня бабушка тоже со всеми разговаривает. И с дождем, и с солнцем, и с ветром, и с тучками. Вот я также. Вот. Ну и все. Вся история. Все, что только обещали, все сбылось. Видите, синоптики как хорошо работают. Мы сейчас отойдем. Ух ты. Ух ты. О, Господи. Какая встреча. Такой брутальный Демид. Встретился с равным, наконец-то, противником. Что нам мопсов-то кусать? Мы гораздо на больше. Мы гораздо круче, да, Демид? Ну все, теперь мы и на людей бросаемся. Теперь мы на всех бросаем. А, там еще собачка. Ну все. Эту-то я, скажи, прям съем. Эту-то я, скажи, проглочу и не замечу. Мне сегодня под мышку пришлось его поднимать, чтобы он маленькую собачку не проглотил. Маленькая. А ты рассказывал, что она совсем вот маленькая, вот на один зубок. Как раз на один. При этом начала сама его провоцировать. Ну да. Чем мы с тобой большой круг пойдем? Ну, Пойдем к компасу или как к часам? Давай. Пошли. Нам еще в магазин идти? Или ты хотел? Нет, пойдем. Я как-то в джунгли боюсь ночью. Смотри, какое ровное озеро. Ой, я вообще... Вот сейчас штиль. И прям зеркально от этой поверхности. Ну это виды невероятные, конечно. Прям. Я сейчас еще фотоаппарат на телефоне достану. Давай я возьму. Ну возьми. Я пока пофотографирую, потому что это моя страсть. Фотография. Лимит. Сейчас с той стороны, ладно? Угу. Снимки просто шикарные, конечно. Посмотрим, как на камере. В принципе. На камере тоже очень хорошо. Я уверена. Красиво. Ну что, пойдем? На мосту. Сейчас. Вот люди катаются, люди сидят. Все видно так идеально прям. Людей особенно очень хорошо видно. Даже с моим зрением. Ну хочешь, пойдем вокруг озера? Нет, сейчас сам, может, договорились. Мне сейчас неудобно перед тобой. Завернула тебя. Мы утром уже 2 километра пробежали. Ну да, в принципе. Выполнили норму. Так что можно сегодня вечером маленький кружок пройти. Рыбка где-то плещется сзади прям. Так интересно. Чуть-чуть ветерок подул. Чувствуется.
О, здесь это плаза отражается. Ты посмотри-ка. Вообще. Давай я камеру подержу. Давай, подержи. Даже неудобно. Только не криво держи. Да. Какое счастье жить в Калининграде, ребята. Чаечка еще одна. Чайка, да, вот тут ее, может быть, даже в камеру видно будет. Она близко в воде. Ну, они тоже где-то ведь спят по ночам. Вот, например, здесь. Когда вода стоит, ну, так красиво. Так прям завораживает меня. Нравится очень. Эстетическое удовольствие я испытываю сейчас, восторг художественный. Даже слов не могу найти, тем более, ой, такой сегодня сложный день. Столько работы было, тяжелых ситуаций. Разбирали эти ситуации опять. У меня Владимир Николаевич весь день молился сегодня, просто с утра и почти до ночи. Потом еще человека принимал. Вот он раз примерно в неделю выбирает день и весь день с утра до вечера молится за ваши ситуации, которые вы просили. Представляете? И, естественно, ежедневно он тоже молится по несколько часов. Я не знаю, это героизм, мое мнение. И ночью много молится. Так, у нас следующие собачки на примете. Хорошо. Алиса такая, Алиса, чё в ней такого, да? Вон там тоже собачка бегает. Только вот она не на поводочке, по-моему. Я только там в одну игру играл. Такой бутуз у нас. Вообще такой смешной. Следует еще одна собачка. Но собачка-то на него внимания ни разу не обратила. Вообще, в принципе. Какая красота. Какая красота. Луна хорошо видна. Луна хорошо видна, да, вот прям видите. И фонарь, и луна одинакового размера. Я думаю, типа, блядь, ебать, ты такой мудак, ебаный, нахуй.
Какая речка в Ленинграде, видите? Почти как в Питере. Полностью литературная. Литературный мат. Нет, а вы как хотели. Это же Запад, Европа. Знаешь, как есть же принцип манифестации. Вот кто-то говорит деньги, 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 деньги. Или я богат, к нему деньги идут, он богат. Ага. Кто-то говорит дерьмо, дерьмо, щит, щит, щит. То есть в этом как бы суть. Да. Манифестируется то, что ему нужно, да? Притягиваешь. Притягивает. Хорошо, поняла. Нужно поработать со словами-паразитами с моими. Не с такими, конечно, но у меня тоже есть. Я от маму все время зову. Мама! Ну, мама! Мама-то, конечно, она на связи каждый день. Это понятно. Но никак не едет. Вот в чем вопрос. Ну, когда-нибудь дозовусь, наверное. А потому и зову Вов каждый день маму-то, что она не едет. Да, конечно, это все вот в этом. Вот видишь, как вот мы сейчас с тобой разгадали все. Да. Только вот у меня есть одна коронная фраза: мать моя вся в саже. Неужели моя мать покроется сажей? Мам, прости меня, пожалуйста. Вова говорит, это манифестация. Сделай угольную маску для красоты завтра же, чтобы мои пророчества сбылись. Не сбылись в плохом смысле. Или не сбылись в плохом смысле, да. Ух ты, светящийся ошейник. В камеру, наверное, ошейник видно, ничего больше не видно было. Что-то пронеслось красненькое. Смотри, как интересно. Вот. Его ведь издалека прям видно. Это как в полицейской академии. Дали фонарики и сказали собирать окурки всю ночь. Да. Привязали к собачкам фонарики. Там, проверяющие смотрят, вот мигает, все, вот мигает. Работают, значит, ребят. Мировые часы. Да? Так называется? Да. Единственное, что они не работают. Ну, ничего страшного. Хотя, подожди, в Москве... Нет, они работают, работают. Да, да. Да, московское время точно. Париж, да. Лондон, да. Да, они работают полностью. Время точно. Можно Так, ну сверить. что, идем? Там вообще вот раз днем нельзя, вечером хоть в мячик поиграть, представляете? Так, и Плюхан к нам идет. Такой Плюхан прикольный. Ну, у нас-то плюшовее. Такой попончее. Тут-то просто меховая игрушечка, а у нас с жирком, с прослоечкой, с такой хорошей. Мальчик хрюкает все время. Как же он любит подойти по утрам и чихнуть в лицо. Это его любимое. Это прям то, что нужно. И он всегда это делает именно Вове. Нет, мне тоже часто. Но Вове каждый день. Это его традиция. Он забирается к нам в постель. Подходит к Вове. Первое, что он делает, чихает ему в лицо. Вова начинает корчиться, морщиться. Отлепляет один глаз. Потому что это раннее утро, естественно. Эй! Здравствуйте! Здравствуйте! И потом Демид начинает его царапать одной лапой. Бить лапой. Бить, царапать. Говорит, пойдем,
Пойдем. Я хочу. Мне очень нужно. Пошли. И грудью в лицо, чтобы обнять. И вот так вот прям трется. В итоге лицо сначала все в слюнях собачьих, сверху шерсть налеплена. Представляете эту картину? Все исцарапано. И зато все готовы на улицу идти. Красота? Красота. Жизнь с собакой. Это же самое лучшее. Всегда заводите собак. Они наше все. Я так считаю. Я люблю собак. Они же смешные такие, добрые. Мотылек какой-то пролетел. Это вот боярышник отцветает. Он сначала цветет диким белым цветом. И когда он начинает уже опадать, он розовеет. Розовеет, розовеет, а потом коричневеет, опадает, и все. И вот так можно его, смотрите. Видите? И у него дождик. Видите? Вот так. Салют! Салют из боярышника. Конфетти из боярышника. Ура! Ночное конфетти. С ароматом чего? Родственников? Роз. Кто о чем думает? Ну, и мы же там про маму шли, говорили. Потом уже на конфеты перешли. Да, мы про Ну конфеты да, что-то говорили. Конфеты еще. Конфеты нет, конфеты нет. Следующий шаг. Да, с ароматом родственников. Конфетти с ароматом родственников. Класс. Уже все, мы заговариваемся, конечно, вечером, ночью. Еще столько всего надо сделать. Я еще дипломы должна сделать. Ребята из группы, кто нас смотрит, из контакта. Я стараюсь когда-то делать дипломы, я стараюсь, но когда? Я все время что-то работаю. У меня весь день запись, дела. У меня ребенок еще есть, еще семья. Собака вот есть. Еще один канал. И второй канал. И я приготовила сейчас новые вечером шаблоны на дипломы ВКонтакте в группе диагностика сканирования целителями. И сейчас буду выдавать, может быть, после ритуалов, может утром. Не знаю, когда там. Я не знаю, когда я сплю вообще. В принципе, не знаю. Не помню. У меня такое вот вчера было чувство. Я ночью как-то вот прикоснулась так ухом к подушке. Открываю глаза, 6. Все. Сон помню. Так, мы без поводочка. Да? Ну хорошо, что спокойно. А то я немножко испугалась. Думаю, сейчас как наш начнет там свою пропаганду. Вот. Сейчас как начнет нападать, думаю. И все. Будет ай-яй-яй. С большой-то собачкой. Один кусочек откусит и все. Ахрю, ахрю. Вот идет прям уже. Ахрю. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. А как он чавкает. Многие слышали в этом онлайн-гадании. Когда он или пьет, или ест, а я записываю видео. А как он храпит. Ребята, как он храпит. А вот тут беленький. Видите, беленький какой. А у нас бежевенький. Красавчик. Как храпит, как храпит. А еще он не умел забираться на диван. Он говорил, у меня короткие лапки. Поднимайте меня 85 раз за ночь. И это все одним стоном.
стон. А он стонет, скулит, сидит. Я его поднимаю, он спрыгивает и обратно стонать. И так всю ночь, каждые полчаса. Господи, он мне не давал спать. И потом мы придумали, мы сделали ему подставку. И он теперь забирается нормально. А так все, я не спала, считай, ночами. Ни я, ни Вова. Никто не спал. Ну подожди, ну видишь, вот у него что-то немножко это... Ага. Хорошо. Потом это уже нам не поможет. О. Ну вот мы почти дошли. Сейчас пойдем мальчика купать на ночь. Ну как, не полностью, конечно. Лапки, энные места все. Мордочку мы всегда ему моем. Потому что куда он ее только не сует. В какие только места он не сует на улице свою мордочку. Вот мы ему заказали намордник. Все ждем, ждем, ждем. Вот. Так что... Наверное, выключай. Да, Здесь дорогие темно уже, друзья, ничего не видно будет. всем пока, до новых встреч. Мы вас всех любим.